В 2024 году в рамках нацпроектов и госпрограмм велось строительство 30 объектов с общим объемом финансирования более 4 миллиардов рублей. Из них в рамках 5 национальных проектов 16 объектов с финансированием более 2 миллиардов. До конца года подлежали вводу 26 объектов, из них 15 по национальным проектам. Их строительство завершено. По 24 уже получены акты ввода в эксплуатацию. Это школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы и больницы. Сейчас ведется работа, подали в инспекцию Гоструднадзора извещение о завершении строительства, ведутся итоговые проверки, и в конце года, значит, на все объекты планируем получить разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, как и планировалось. В основном работы проводились в рамках национальных проектов. Так, благодаря нацпроекту образования, к концу 2024 года завершили строительство 5 общеобразовательных учреждений, 2 школы в Магасе, гимназия в Назрани, в Карабулаке и в сельском поселении Барсуки. Их ввели в эксплуатацию. Общий объем финансирования составил более 1 миллиарда рублей. Каждый объект стоит на личном контроле главы региона. А запрещенные у вас есть? Ничего. Мы не продаем. Энергетики? Нет, ни в коем случае. А наш А вот вообще, вот там, все есть, готовится все. Я просто ставил уже. Нет, пирожок, и булочки, и пирожки, все делаем. Компот. Компот. Понятно. В 2024 году капитальный ремонт по госпрограмме «Модернизация системы школьного образования» был произведен в 6 общеобразовательных учреждениях региона. Обновили все, начиная от внутреннего двора, фасада и крыши, заканчивая оборудованием, мебелью и вентиляцией. Бюджет составил более 650 миллионов рублей. Глава региона не раз отмечал, что такие изменения пойдут на пользу подрастающему поколению нашей республики. За эти 5 лет построено 42 школы в нашей республике, новых, не считая там более 20 ремонт сделан школ и около 50 детских садов. Знаете, это и мы не оставили ни один объект недостроенным, недоведенным до ума. И поэтому радость на ваших лицах – это благодарность президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину. В рамках национального проекта здравоохранения завершено строительство здания инфекционного отделения на 60 мест на территории Республиканской детской клинической больницы. Здание соответствует всем современным стандартам. Это вентиляция с бактерицидными фильтрами, операционная и реанимационная. Инфекционное отделение детской республиканской клинической больницы возводилось с нуля. Общая квадратура на каждом этаже 800 квадратных метров. Бюджет на возведение объекта был выделен в размере более 470 миллионов рублей. Сейчас осталось докупить необходимое медицинское оснащение, на которое выделены дополнительные средства в размере более 230 миллионов. Так, в рамках нацпроекта здравоохранения продолжается строительство новой районной больницы в Али-Юрте. Рассчитана она на 30 коек. Строители сейчас вовсю заняты объектом. Преобразования коснулись и культурной жизни республики. На строительство 5 объектов в прошлом году было предусмотрено более 273 миллионов рублей. Средства были направлены на капитальный ремонт домов культуры в сельском поселении Ачулки, Али-Юрт, Джейрах и Центра театра, кино и креативных индустрий в Магасе. На этапе строительства сейчас Государственная филармония на 800 посадочных мест, на возведение которой было выделено более 1,5 миллиарда рублей. Этот культурный объект общей площадью 4000 квадратных метров станет крупнейшим в регионе. Здание будет состоять из 2 блоков, разделенных деформационными швами, что позволит ему выдержать сейсмические нагрузки. В рамках программы «Чистая вода» завершено строительство Альтиевского водозабора и станции очистки воды. Также на Альтиевском водозаборе в дополнение к существующим пробурены 10 артезианских скважин глубиной 160 метров, которые будут давать 24 тысячи кубометров воды в сутки. Этой мощности хватит, чтобы обеспечить питьевой водой Барсуки, Газиюрт и Назрань. Работы завершены, там осталось оплатить, просто оплата 3 миллиона рублей и все. В принципе, 100% и касса, и достижение показателей до конец года будут достигнуты.
По программе Минспорта России «Спорт. Норма жизни» построено 2 объекта для жителей Сунжи и Барсуки. Физкультурно-оздоровительный комплекс Сунжи, кроме всего прочего, имеет большой бассейн. А ФОК в Барсуках станет местом притяжения молодежи не только сельского поселения, но и ближайших населенных пунктов. Здание трехэтажное, и в нем около 30 помещений. Это кабинеты административной части, раздевалки и санузлы. Благодаря федеральному центру, федеральному министерству у нас в республике уже строятся объекты. В этом году мы в начале года построили объект. Это сплавательный бассейн в городе Сунжи. Сейчас завершаем этот объект и уже в дальнейшем будем добиваться того, чтобы нам выделялись субсидии для строительства других физкультурно-оздоровительных комплексов. В этом году у Министерства строительства начинаются работы по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», в рамках которого определены основные приоритеты работы до 2030 года. Одним из ключевых направлений стало развитие инфраструктуры, формирование городской среды и в целом комплексное развитие территорий. Мадина Цора, Мавладгирия Хильгов, Магаз 24.